Абзира шимас хатырское телехопшца, абсо телехопша каналаджа, шарашахопша тадыратыр акредит ахархоша. Хтыжим такорджа харейс наги фсейта хвета хунткар рaqınpi акредит козгаз авартурхка. Наски акредит хархошас ярто. Ахам яхапи хтыжим таджа харей хадзбет фсейта хвертс зхаджабала зхатус ялагаз алтурх. Дышхардырует наста агарба. Ишхардырует амшина пшахвачы его атып ачфурпа. Новая волна подо мной будет вся страна. Подожди, скоро навсегда затоплю ваши города. Идея создания волны появилась 2 года назад, и она появилась сразу в 2 головах, в моей и в голове моей подруги. Девочки не абхазки, моей очень близкой подруги из Москвы, Наташи Жуковой, она графический дизайнер. И она много раз приезжала в Абхазию, тоже очень ее полюбила, как мой друг. Мы были и в горах, и на берегу, и понимали, что очень хотим сделать что-то про хороший отдых, про развлечения в каком-то смысле, когда ты чувствуешь себя более свободным, расслабленным, когда ты делаешь какие-то интересные дела, а не просто шатаешься по набережной, не просто купаешься в море. Изначально мы хотели сделать место немножко более про интересные лекции, спектакли, то есть немного более культурной насыщенности места. Но в силу обстоятельств мы нашли место на пляже. Так было просто удобнее. 2 года назад мы не нашли лучшего места, как вот это вот заброшенные стены старые, шашлычные на пляже, которые было очень легко договориться и без аренды просто их взять, которые никому не были нужны. Можно было просто накрыть вот досками, найти на это деньги. И тут тоже как бы никаких чудес, то есть это не были никакие фонды, это просто мне помогли родители и плюс 2-3 компании местные, которых я взяла какие-то суммы денег. И мы, когда это место уже возникло и оно заработало, оказалось, что пляж диктует свои условия. И это скорее место стало про спорт, про музыку и про кино, а не про лекции, не про творческие кружки, творческие мастерские живописи, которые мы хотели в начале. Потому что это пляж, это песок, это жара. Мы хотели и спортивное, и интеллектуальное, все, что это место могло бы в себя взять. Просто изначально мы настраивались на парк, на какую-то простую деревянную конструкцию в парке, которая тоже была бы только летней площадкой, и которая могла бы и какие-то мастерские в себе принимать, и кружок по шахматам, и мастерскую живописи. То есть просто людей, которые могли бы что-то делать open air. Но пляж диктует свои условия, и здесь какие-то вещи сработали, а какие-то нет. Вообще волна приносит доход, который окупает ее работу и работу людей, которые здесь работают. То есть здесь 6 или 7 человек работают, и они все получают зарплату на прибыль, которую приносит волна. Но как место, которое могло бы приносить какие-то огромные деньги, как бизнес, который мог приносить огромную прибыль, она не приносит доход. Она окупает сама себя, и она приносит достаточную прибыль, чтобы мы могли время, которое мы тратили, оно окупалось, наше время, но оно не приносит большой доход совершенно. В каком-то смысле мы самовыразились. То есть, есть ощущение какой-то отдачи от очень невероятно много усилий стоит волна, стоит невероятно много усилий. Постоянный ее ремонт, постоянные проблемы ad-hoc, которые нужно решать, и находить людей, которые им помогут. Потому что системы четкой во многих структурах нет в городе. Но та радость, которую люди испытывают, приходя на мероприятия, то, что они говорят нам, пишут нам, она очень много окупает, правда. То есть это очень, как оказалось, это очень важным. Все наши города, не только Сухум, но и Пицунда, и Гагра, и Ткварчал, и Ачимчира, и вообще Абхазия в целом достойны куда более интересных культурных центров, чем волна. Просто волна – это такая проба пера. Мы очень стараемся сделать ее максимально интересной и насыщенной, но
как можем, так и делаем, скажем так. И пляж диктует свои условия, она такое получилось. Но мне кажется, при выборе правильных мест и при грамотной концепции культурные места, культурные центры для ребят, для детей, для молодежи могут быть куда более интересными, образовательными и работающими на постоянной основе. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, волн прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, нашей юности, надежды, нашей юности, надежды, нашей юности, надежды. Ребятам, которые к нам приходят, нравятся вещи, которые понятны. То есть мы даем им концерт, они смотрят концерт, они ужасно благодарны, им очень нравится. Мы показываем кино, они ужасно рады, они смотрят эти фильмы, они пишут, как они рады, они пишут: поставьте этот фильм. Одна девочка 14 дней каждый день писала: поставьте этот фильм, пожалуйста. То есть настолько у нее был фикс посмотреть его на волне. И это простое развлечение. Тут понятно, здесь никакого работы для мозгов вроде бы нет. Но я с этим не согласна. Мне кажется, что иметь возможность пойти куда-то со своими друзьями, отдохнуть, посмотреть что-то, поговорить о чем-то другом, послушать музыку – это огромная роскошь. Это огромная роскошь, которой, к сожалению, у многих ребят просто нет. А хотя, по идее, это не должно быть роскошью. Почему-то она здесь роскошь, но это должно быть обычной вещью, которая есть у всех. И еще я поняла, что людям очень важно просто иметь место, где они могут быть расслабленными и свободными. Мне очень многие здесь говорят, как здорово, что вы есть, как я устала от атмосферы в городе. Я просто приезжаю сюда, чтобы просто побыть и почувствовать, как будто я не в городе, как будто я вообще в другом месте. То есть они очень многие чувствуют себя совершенно в другом месте. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что здесь просто море и пляж. Может быть, здесь с тем, что это открытая какая-то площадка под небом, и здесь нет привычного интерьера, привычных стен. Да? Может быть, ребята, которые здесь обслуживают, они очень свободно, так расслабленно обслуживают. Может быть, дело в том, что ребята сами могут заказать, сесть на ступеньки, а могут вообще взять, прийти свою воду и сесть, и просто смотреть фильм, и никто их не будет трогать. Я не знаю. Но они очень благодарны именно вот этому ощущению расслабленности и отдыха, я думаю, от какой-то своей привычной жизни. В прошлом году мы экспромтом просто собрали местных музыкантов, ребят, всех. Все подкинулись и совершенно просто сами бесплатно выступили, приехали, устроили джем-сейшн. Он был такой прекрасный, была такая атмосфера, волна ходила ходуном, все плясали на деревянных ступенях, а чуть не снесли волну. И было так здорово, что мы поняли, что мы очень хотим сделать в этом году что-то похожее. И я не могу не сказать, потому что на самом деле без наших партнеров и единомышленников в компании «Аквафон» этого бы не получилось. Просто люди нас поняли, услышали, и они помогли нам это осуществить. И мне кажется, фестиваль музыкальный. Мне кажется, это очень важно, потому что у музыкантов должна быть возможность постоянно играть где-то, выступать. Постоянно, а не раз в год, от раза к разу. И это не должно быть на свадьбах. Это, к сожалению, очень грустно, но это так. И мы не даем им такой возможности. Мы, к сожалению, просто тоже маленький конечный фестиваль. Но хоть так. И это огромная радость. И мне кажется, музыкантам это очень нравится тоже. Потому что они не на свадьбе. Они видят публику, они видят кучу анонсов про них. Они приходят, они готовят свою программу. То есть, например, К-50 подготовили специально для нас программу. Они в конце спели свою самую шикарную песню. И все были так благодарны, всем аплодировали. Все внимание было на них. Мне кажется, это очень важно для того, чтобы музыканты не забывали о том, что они музыканты, не переставали чувствовать себя музыкантами, потому что у всех у них есть своя работа, другая, потому что иначе бы они просто по-другому не получается у нас, к сожалению. I
независимости Абхазии, да, либо не показывать фильм, либо показывать фильм, документальный фильм о Владиславе Ардзанове, ну, какие-то такие вещи делать. К сожалению, мы не устраиваем каких-то огромных акций больших, ну, у нас нет таких средств, во-первых, охраны, и потом, честно говоря, в дни праздников мы стараемся больших акций не устраивать, потому что в эти дни слишком много людей отдыхает, и мы не хотим провоцировать какие-то непредвиденные события, скажем так. Кроме музыки и кино, мы стараемся устраивать время от времени какие-то события, которые вот такие рудименты тех наших идей, которые были у нас с подругой, не оставляют в покое, потому что эти вещи не приносят дохода, который мог бы оплатить зарплату нашим сотрудникам. Эти вещи не так хорошо работают на пляже, но поскольку они в городе не происходят, мы иногда их устраиваем. К примеру, не знаю, смотр фильмов, которые сняли молодые ребята, кинематографисты абхазские и их однокурсники русские ребята. Это было в прошлом году. Или, вот я надеюсь, сейчас все-таки проведем вечер поэтов. Это довольно тоже требует организации, но проведем. То есть я уже даже не помню что, ну, то есть какие-то события или лекция. Девочка приезжала, которая сделала свой собственный сайт, свое собственное медиа об Израиле, в Израиле. И она рассказывала, как она его сделала. Это была просто лекция об этом. И это приходит немного человек на такие вещи, но это интересно, это вот тем, кто приходит, им очень нравится. Мы хотим разные развлечения, и чтобы принесли за собой домой как что-то в мозгу, и чтобы пришли и просто с попкорном посмотрели огромный шумный боевик, который здорово смотреть на большом экране, и я считаю, что ничего в этом стыдного нет, это прекрасно людям отдохнуть, прийти и почувствовать себя в кино, в настоящем кинотеатре, и оставить в себе это воспоминание, что я с друзьями ходила на шумный, классный боевик. Даже те фильмы, которые мы показываем, и которые все знают как попсовые, как популярные, мы показываем хорошие. То есть если мы показываем популярные фильмы и мультики, мы все равно показываем фильмы определенно хорошего качества, которые, на мой взгляд, тоже не стыдно посмотреть на большом экране. Сегодня мы будем смотреть на волне романтическую комедию, в которым стыдно признаваться в любви, но которые все смотрят. Когда зареваны, когда несчастная любовь, когда болеют друг невесты. Ну, очень хорошую американскую комедию. А вторым сеансом мы будем смотреть очень хорошего качества боевик «Безумный Макс. Дорога ярости», который снял 70-летний Джордж Миллер, который уже вот сейчас старик, но при этом он снял фильм самый роскошный, самый смелый, неожиданно в своей карьере. Он этот «Безумный Макс» снимал на протяжении всей своей жизни, и каждый его сиквел был лучше предыдущего. И в 70 лет он вдруг снял абсолютно гениальный фильм «Шарлиз Терон», который восхитил всех критиков. И этот фильм больше ждут парни, ребята, они все пишут, хотят его посмотреть. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Мне кажется, чтобы вся набережная стала более благоустроена, и у нас было больше интересных мероприятий по всей набережной, нужно огромное внимание, интерес не ослабевающий со стороны государства, и только государства. Это могут делать своими силами здесь ребята, тут ребята, но здесь нужен какой-то план, какая-то программа долгосрочная, которая, логично, мне кажется, должна начаться с того, что просто нужно набережную продлить, потому что люди должны иметь возможность пешком доходить до разных мест. И еще я хотела сказать, что очень важна какая-то регулярная работа социальных служб, уборки, буйков, службы охраны и безопасности пляжей. Я не знаю, как называются, честно говоря, вот эти структуры. Люди, которые смотрят за тем, чтобы, например,
отдыхающие не тонули, чтобы скутеры не снесли им голову, чтобы на пляже было чисто, чтобы канализация работала правильно и выходила через 30, через 40 метров в море, а не сразу. Безусловно, нужна долгосрочная программа, и инициатива должна исходить от государства. Волна приносит крутые воспоминания, это самое важное. И я хочу тоже сказать, что на самом деле, даже если что-то не получается, то это здорово, потому что можно начать что-то другое. Зато у нас такие воспоминания, что я вам даже передать не могу, как мы ее ремонтировали все друзьями, все вместе красили, какие у нас были здесь концерты, как мы в 4 часа утра уходили, как мы купались ночью в море после долгого, тяжелого дня, как мы утром занимались пилатесом. Еще на волне у нас есть спорт. Утром мы организовали секцию по занятиям пилатесом. И заходят только девочки и женщины, и они в восторге. Мужчин я бы не смогла никак завлечь на это. Но тренер у нас мужчина, просто красавец, профессионал прекрасный. И все в полном восторге, потому что пилатес под открытым воздухом – это совершенно другие ощущения, в отличие от пилатеса в комнате с ламинатом, с линолеумом и с музыкой искусственной. Я бы пожелала молодежи быть свободнее от навязываемых мнений и различать, и все время слышать свой собственный голос, потому что это бывает очень трудно, когда слишком много голосов диктует свои какие-то советы, правила, мнения, позиции, взгляды на жизнь. Это очень сложно, и многие приходят к этому очень поздно, и мне кажется, что это может быть опасно. Я не самый мудрый, я не бизнес-гуру, не Дональд Трамп точно, поэтому я могу только посоветовать, во-первых, не сразу бросать все, что они делают сейчас, а вначале понять, хорошая ли у них команда, это очень важно для того, что они делают, потому что команда – это все, правда. И надо понимать, что люди, которым ты делаешь, должны тебя дополнять. Если тебе чего-то не хватает, у тебя должны быть люди, которые дополняют тебя в каких-то качествах. И второе, чтобы они, прежде чем бросать то, что они делают сейчас, вначале 200 раз подумали, посчитали, обсудили и, может быть, даже попробовали параллельно, как это работает. И только потом брались за дело. Но если вот они уже берутся за дело, то тогда, ребята, вначале будет очень сложно, сразу можно сказать, но потом вам в любом случае, даже если все провалится, у вас будет невероятно незабываемый опыт. Didn't they say that love was free? 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 Didn't they say, didn't they say, didn't they say that love was free? Didn't they say, didn't they say, didn't they say that love was free? Didn't they say, didn't they say, didn't they say that love was free? Won't we all go to heaven with the setting of the sun? ათრისკო ტელეხუბშცა ბრიაუ პიახეზე აბსოლუტ ტელეხუბშა კანალაჭა შახუბშლა დერათარა აკრედიტ ახარხოშა აბზირა ზანეს ტჰეკ შერანზე